Дорогие друзья, мы начинаем следующую часть нашей программы. Это презентация книг, которые в этот год вышли. Три книги мы презентуем сегодня, а одну книгу «Мир Сильвии» мы будем презентовать завтра. И я попрошу Владимира Петровича сказать несколько слов о первой книге, которую подготовили Наталья Азарова и Татьяна Краус. Пожалуйста. Это уже получается дубль, так сказать, мы уже была презентация замечательная в Москве, конечно, и были хорошие очень выступления Владимира Николаевича Новикова, Александра Лученева. Они такие опытные текстологи. Я думаю, я сам не являюсь таковым. Вот. Но тем не менее, хочу сказать, что у меня тоже вот так вот получилось, что у меня такая, дома образовался с течением лет такой маленький орнитоидий, так сказать, скажем так. Ну, не очень даже маленький, довольно большой. Там тоже много есть всяких черновиков и каких-то, может быть, первоначальных набросков стихотворением и так далее. Так что я представляю себе какая-то работа. Они обычно выполняются карандашом на каких-то листках, может быть, на форзаке какой-то книжки там, или там, у меня разные такие есть вещи, ну и тем более очень мелкий такой почерк, хотя довольно читаемый, скажем так, но мелкий. Карандаш он тоже в течение времени он как бы так имеет свойство стираться, и это довольно такая большая работа. Вот Наталья Азарова и Татьяна Краус занимаются этим уже довольно давно, можно сказать, несколько лет. К сожалению, так сейчас произошло, что архив Владимира Николаевича в основной своей части, скажем так, он находится довольно далеко. Но тем не менее, вот, по своей работе они вот, ну, они называют это реконструкция, ну, я не знаю, может быть, реконструкция, как лингвисты, я могу сказать, что это не совсем реконструкция, но не важно. Вот. Мы имеем здесь какие-то вещи, которые, может быть, не представляют собой, ну, как сказать, такой законченный текст, скажем, так сказать, который для печати. Но дело не в этом. Даже вот эти какие-то разные ходы или разные возможности прочтения его каких-то замыслов, которые были потом воплощены в какой-то законченный как бы текст, они очень сами по себе интересны, потому что это такая некая, ну, магма, что ли, скажем так, с которой кристаллизуется потом нечто такое иное, может быть, даже. У него там много зачеркиваний, он отменял что-то, потом возвращался к этим. Тем более это иногда как бы работа над одним текстом, она делалась, может быть, даже, ну, не знаю, годами. Он оставлял, а то опять и так далее. Поэтому здесь мы видим такие очень, иногда очень поразительные, иногда достаточно цельные, завершенные, на мой взгляд, вещи. Ну, я думаю, что это очень такая интересная работа. Если нам придется когда-нибудь еще, в том числе вот автором данной книги «Расположение счастья», поработать с этими, ну, скажем так, черновиками, ну, или какими-то такими тотальными материалами, то это будет замечательно. Я думаю, что мы можем многое оттуда еще извлечь, скорее всего. Ну, даст Бог, это нам посчастливится. Вот. Пока мы сейчас имеем такой очень хороший результат, с хорошим названием «Расположение счастья». Ну, это название, собственно говоря, авторское, скажем так. Оно не придумано текстологами, реконструкторами. Вот. Ну, я думаю, что дать слово им, пусть они прочтут несколько фрагментов из этой книжки. А? Ну, может быть, все. Она не такая большая, в принципе, да? Может быть, сначала я расскажу, как
случилось. Когда Геннадий Николаевич умирал, он не знал, что он умирал, но он сказал, что он тяжело болел, и он заметил, что вот у меня почерк очень похож на него, и я вообще как-то хорошо читаю его стихи, и Таня тоже хорошо знакома с текстами. И он, вот, как бы это была его воля, ты говоришь, можешь закончить мои стихи лучше, чем я. Вот. Но действительно, мы начали работу с архивами буквально сразу, да, после смерти, да, то есть это был март. Это был март, да, это был март. И сначала мы работали дома у Галины Борисовны, разбирали, собственно, эти архивы, вот, наверное, весь первый год мы пытались, да, разобрать все, то есть сейчас даже вот на конференции у нас создались определенные мифы, потому что Александр Шатенев, который видел архив уже в времени, говорит, что Айки был очень упорядоченный человек, у него там все разложено по папочкам, в газетах написано его рукой какое-то время, и все так собрано хорошо. Я говорю, да, так создаются мифы, потому что, в общем-то, да, это мы раскладывали, по этим папочкам собирали, примерно делали датировки по разным совершенно основаниям, например, что-то было переложено какими-то календарными страницами, где-то была газета, это если это обрывок газеты, то мы смотрели, какой год газеты, там, какая, да, то есть вот мы занимались этими датировками и складывали, соответственно, по годам, потом внутри папок мы смотрели, что может относиться к одному тексту так или иначе, то есть как вот этот вот текст смотрели как бы верхней страниц, как бы. Да, верхние страницы, где вот какие страницы могли написаны одной ручкой или одним карандашом, или, например, карандашом, а потом поверх другой ручкой сделаны пометки. И вот таким образом формировали эти блоки, да, которые сейчас вот так кажутся такими упорядоченными. Ну, а, собственно, вот наверху написаны годы, и это не почерк магии, это вот я написала, да, но теперь боюсь, что текстологи будут думать, что это написала и что неправильно. Вот. Ну вот таким образом мы работали, что-то мы пересфотографировали, пересканировали, что-то просто переписали, и дальше мы уже работали вот у меня дома в течение года, где-то это был 7-й год, 8-й, значит, да, конец 7-го, 8-й год, когда пришла идея собрать эти тексты и посмотреть, насколько из этого можно сделать законченный текст. Вот я абсолютно не согласна, что это какие-то обрывки. То есть наша задача была не представить, как обычно представляют текстологи, обрывки, написано там на разбор, что значит неразборчиво через, да, а также еще что-то такое написано, а сделать, то есть явить, скажем, миру те стихи, которых он не видел. То есть я думаю, что от того, что хороших текстов станет больше, от этого поэзия выигрывает, а не проигрывает. И она выиграет гораздо больше, чем это была бы работа скучного текстолога, который бы сказал, ну вот в этой рукописи содержится такой обрывок, он может относиться к такому стихотворению. Ну, наверное, это вот я думаю, что это искусство не так интересно, а вот читающей публике гораздо интереснее было бы увидеть готовый текст, то есть текст, превращенный в стихотворение. И, с одной стороны, мы брали... Да, я хотела сказать, что вот это НРСБ, да. то есть при этом ни одного слова, как бы ни одной буквы не было нами вставлено. Да, мы не вставляли ничего. То есть, вот если говорить о том, как мы потом делали готовый текст, это была либо некая запись, которую действительно можно было реконструировать и превратить вот в минимальный текст, подумав о ее графике, о ее расположении страницы, чему очень большое внимание уделял Айги тоже. Или мы рискнули составить и несколько больших стихотворений. Действительно, они составлены так, то есть они составлены, то есть это не стихотворение Айги в полном смысле слова, потому что такого стихотворения не существовало. То есть это была как бы его рукопись, в которой мы это стихотворение как-то увидели. Да, да, то есть вот там, например, были разные варианты.
одной строфы. Вот, там что-то зачеркнуто, что-то вставлено, что-то есть в другом варианте, а в этом варианте нет. Что-то отдельно написано на этой странице вот так. То есть вот из всех текстов IB, из всех вот этих вот каких-то кусочков мы составляли этот большой текст. Их не так много. Но, в общем, видимо, это имело успех, потому что тоже, опять же, на конференции выступала Евгения Суслова с докладом о субъекте в IB, и она у IB, она сказала, что лучше всего проиллюстрировать субъекта IB может стихотворение вот из новой книжки «Снега и ребенок». И прочла это стихотворение. Но я говорю, что, конечно, я тоже согласна, что она лучше всего может проиллюстрировать субъекта IB, но стихотворение все-таки, наверное, IB и не совсем, да, то есть это, в общем-то, тот текст, который был составлен. Поэтому здесь могут прицепиться текстологи, но с другой стороны, вот Житинев, который, в общем-то, очень такой требовательный текстолог, он сказал, что видно, что работа была сделана очень бережно. Ну, что мы могли? Мы могли выбросить какие-то строчки, да, то есть, которые нам казались, ну, вот, действительно какими-то неуместными, но они все равно выброшены были не из готовых текста, а из, вот мы их просто не использовали. Вот, да. Там они Они зачеркнуты, либо какое-то сомнение вызывало. Да. Его графика была, например, как бы, да. у него было сомнение. У него было сомнение. То есть, если вы посмотрите, как сделаны черновики, то есть тут понятно, что единого текста не было. Вот, но мне кажется, что затем, после того, как мы реконструировали довольно много текстов, на самом деле мы реконструировали гораздо больше текстов, чем представлено в этой книжке. И, к сожалению, да, я бы сказала, раза в 2,5 больше, да, то есть вот это просто уже, да, то есть некоторые тексты, но мы посчитали, что некоторые тексты проходные, некоторые тексты, то есть мы дальше вот выбирали, все-таки выбирали лучшие тексты, лучшие в поэтическом плане, в этом смысле тексты, и, наверное, таким образом мы составили эту книжку. Ну вот я хочу еще сказать большое спасибо издателю этой книжки Дмитрию Кузьмину, который сделал это, во-первых, вовремя, он сделал это к 80-летию IB, то есть книжка вышла именно 21 августа. Вот ровно 21 августа он забрал тираж, и в этом смысле, вот, в чем это сделал, в тот же самый день Кузьмин, ну, может быть, вы знаете, он уехал теперь на постоянное жительство в Латвию, и это была последняя книжка, которая была им издана в России. И он сказал, что он больше книжек сейчас не будет издавать, но я сказала, ну, видите, вот IB, ну, говорит, ну, вот нет, IB я издам. То есть и вот буквально за 2 часа до своего самолета он забрал тираж этой книжки, и на презентации ее уже он не был. Вот, мы хотим сказать ему большое спасибо, потому что на самом деле «Расположение счастья» — это название, это сделано вот им. То есть это Кузьмин придумал это название. Да, то есть предложил это название, он увидел его, потому что он увидел, что он сначала хотели назвать просто книжку как бы из архивов IB, то есть мы хотели назвать ее более академично, то есть вот из архивов IB, то есть как бы, что это вот архивы, не готовые стихи. Вот, но Кузьмин сказал, что нет, если это поэтическая книжка, то она должна называться по-настоящему. И должна называться просто словами из этой книжки. И он открывает вот так вот. Вот, говорит, «Расположение счастья». Как это прекрасно. То есть это вот, и вот действительно сразу это название было найдено, и теперь оно фигурирует. Но вот цвет книжки, цвет это Алексей Лазарев выбирал. Вот мы долго думали о цвете, и это какой-то вот особенный серый, да, такой светло-серый, светящийся серый. И вот мне кажется, это вот вполне цвет бы понравился Геннадию Николаевичу, да? Как Калиберс понравился бы такой цвет? Я думаю, да. Вот, и вот это вот Алексей Лазарев, здесь тоже присутствующий художник, он выбирал этот цвет. Так что вот мы все с большой любовью относились к этой книге. Ну что, в чем еще вот, ну, может быть, мы там по ходу будем читать, и уже если какие-то вопросы, мы будем комментировать некоторые стихотворения, да? Угу. Вот тогда мы начнем. Да, еще
внимание в этой книге, и на экране будет проецироваться то стихотворение, которое мы сейчас читаем. Снега и ребенок. Ты, ребенок, темнеющий, тихо стоящим в уме, будто молчишь, сообщаешь, что знаешь, зримыми душами станут овраги в этом поле твоем и моем. Я тебе говорю, как прекрасно они одиноки вокруг, будто небу послушны. Быть может, ребенок, они, как присутствие бывшее твое среди нас, очищенное памятью, душами, братья, вы, столь отдаленно безмолвства, лишь не хватает. И где-то ребенок, не двигаясь, тихо стоящий в поле вдали и в уме, как в тумане, в уме изодранном, как глаз ненужный, выплакавший, как присутствие вдруг изменившееся, как присутствие с новым сущностью новой движения руки, или как присутствие новое и отныне уже неизменное. Наконец-то понятно, что это дыхание. Бог в наших краях все более звучание «а», будто «а» поле, и снова продолжение «а», «о» стихотворение Бога. Без названия. О, друг мой, дерево, о, поводырь, шумит листва художников, и птица старая сквозь дымную чащобу, не падая, выводит и новые существования, след, единый иероглиф. Бог. Ну вот тут видно, да, вот как написано в иероглифе, рукой Айги, мы его отсканировали и вставили в книжку. Вот это Бог. Угу. То есть понятно, да? Две записи. Бедность – это серьезность. И наоборот, пожалуй. Бедность – это серьезность, как серьезны дети. Тишина, вехи, толчки. Первое. Вехи ее, как белое в белом. Второе. С ее островов. Третье. Словно темнеет, то человека тишина впервые не опасная. Четвертое. Внезапно толчок. Тьма. Я неожиданная, но нет говорящего. Я без пространства. Война. Но нет и безмолвия, как чистоты. Пятое. А была ведь ровная белизна бессловесного поля, что даже светло отмечается, даже покорно. Шестое. Страх позже, раньше предательство. Седьмое. О, раствори же, молитва моя белизна. Восьмое. Не с натуры, а с красоты, с боли, страха, отчаяния. Видение розы. Роза и крест, о, крест-цветок. Жизнь, миг, чтобы увидеть, о, нет, и восклицание за зримом. Ну вот здесь в книжке представлено как раз это стихотворение, и можно увидеть вот эта особенная графика, которую мы в точности воспроизвели. Да, вот здесь это стихотворение как раз было записано практически полностью. Да, видение розы здесь просто ничего не меняет. Но единственное, что мы меняли, вы знаете, вот когда они печатали обычно редакторы, то они все выравнивали по левому краю. И, в общем-то, о рукописях это не так. И вот там, где можно было сохранить графику рукописей, мы здесь пошли вот против обычной практики печатания Айги и не делали выравнивание по левому краю, то есть делали так, как это было в рукописи. Здесь вот это как раз этот пример такой стихотворения.
номер 5. Жасмин в ранах кровоточащих, ангел мозга, как будто распахнутый настежь жасмин. Запись номер 6. В ответ на перчатки железные написать ножом. Да, номера записи, это написано запись номер 6. Без названия. Вот вы кнутом по окну, а солнце, как птичьим клювом. Мы с этими новыми праздниками будто от земли отделились. Запись. Что? Принимать войну, убийц? Ибо ведь нет войны иной. Грустить, горевать, радоваться победе в войне. В саду тишина, невыносимая для боев бойцов побед, словно ведь для самой жизни. Как бы это точнее? Я глазами ем смерть, и грустью ем смерть, и грусть, как губы, и то, что ем, жую, как ветки, равно смерть, и смерть равно трава. Запись. Уважение ко сну – это уважение к человеку и уважение к Богу. Запись. Спасибо за доверие спящему котенку. Запись. И будущий утром, как представитель государства жизни, государства действия. Запись. Умру, посплю. Без названия. Наш самообман – нарушение тебя. Это мы нарушаем свою. Ты остаешься нетронутой. Душа в сравнении с тобою лишь тень. Она в тебе даже не отразится. Ты – тишина. Скрепка. К дантисту не ходил, хватит зубов на жизнь. Теперь уже ясно, что хватит. Скрепки купил канцелярские, подумал, и этих хватит. Все меньше чего скреплять. Штук неизвестно. Цена 45. Вот здесь вот интересный комментарий дал Алексей Айки. Он сказал, что действительно он думал себя о Павле как о серьезном поэте, и вот обычно такие стихи не попадали в собрание, и вот, видимо, он все-таки иногда писал, действительно немного таких, но нам показалось это вот очень интересно, вот именно такие тексты Айги. И вот здесь вот видите, вот графика как раз не традиционная, да, то есть она не по левому краю, а написана именно так, как это было в рукописи, да. Ноябрь, Москва, вчера был снег. Иштвану Абелу. Белизна с крыш, свет со стола, свет кисельницы, мир для приветствия другу из дня. Так, ну давай уж тогда не будем менять порядок, давай ты прочтешь большую эту сцену, говорит, Да, да, продолжим, как мы читали. как мы читали. Да, позавчера. Сцена. Говорит некто в образе поэзии. Что воображением железом прикрыв, воображению ребенку оставили, я не доказываю, я поднимаю случившимся, зрячим. Вы видели? Куст простой. Призываю к дальнейшему. Без грима был. Меч воображение дать перед железом, воображение взять, рассекается надвое по образу и подобию. Меч — травинка простая, куст, о, память, дыхание и выше воображение свобода, очищенный мной человек, ребенок. Я говорю, небывающее больше. Запись. Вздрогом на шаг, это даже не видя. Без названия. Веяние озер, озорование, с шелестом сыновей перелеты холмы, до озера мамы, с островом Константом и на берегу с жемчужиной Вероникой, озером, островом, постоянством. Ну, вот это одно из немногих стихотворений, которое ясно написано, есть оно, да, сейчас оно вот там сейчас на экране, и даже с картинкой. Даже вот тут озеро. Озеро, озорование. Да, озорование.
самое грустное. Грусть детская и самая грустная детская игрушка в брошенном доме. Утешение, самое утешительное. Топить печь в одинокой избушке в лесу. Недостижимое, когда все кончилось. Память в стихах о давних флоксах, о память. День. Лишь одна единственная ягода малина. Вдруг из тумана, рядом. День, а подобный головокружению снег, свободная в мире свобода. Почему не самоубийство? Умрешь сам. Предисловие. Остались только констатации. Прощание исключенных. Воздух мы, на прощание пронизанный токами снова крученых, за дверцу лицо крематорного пола, вот и дуньки, рубихи подвал, пламенем вспыхнут зрачки и божественный белый отдал России тебе несведущий, мозг расщеплявший, слово у Бога. Без названия, как будто в вечности свободной, безотчетен. Без названия. Ингер Кристенсен. О, это Олива Гинстер и голос Ингер, бабочка смерти. Ветки слева 4 и справа не меньше, точнее, и все разом, и в разнобой, и подчинение ветру можно отдельно бывает, но ничего это не значит. Никто, ничего, все же не раньше. Ведь на поверку вместо едино конец завершения и благодать, и блаженство, ибо ведь исполненность при осуществлении. Вот вчера у нас был вечер поэтов, поэты, как бы Дань Аньки, выступало очень много поэтов, по-моему, около 30 московских, питерских, ну, здесь некоторые присутствующие тоже. Вечер вел Арсен Мирзаев, и это стихотворение, мне вообще было очень приятно, что многие поэты уже читали стихотворения из этой нашей новой книжки, хотя у них были с собой и другие книжки, но вот им захотелось прочесть именно отсюда. И в частности, Алеша Прокофьев прочел вот то стихотворение, которое сейчас читала Таня, с комментарием, что он хорошо знал вот об отношении Аньки и Ингер Кристенсен, и они были примерно одного возраста. Более того, мне даже показалось в тексте у Ингер Кристенсен его перевода, который он сделал до того, тоже слово «преосуществленность». Да, преосуществленность, да. То есть это совершенно независимо, то есть он не знал этого стихотворения, то есть он не мог знать, потому что только что оно появилось, вот, но тем не менее в его переводе это слово «преосуществленность» Ингер Кристенсен звучало. Это вот удивительное совпадение, когда они происходят, мы понимаем, что что-то мы делаем, наверное, все правильно. Запись. Береза — это начало откровения, листания твоего тела. Без названия. Возня синиц там, за окном, как у меня за пазухой. Запись. Вдруг все эти синицы составили вместе лицо Бога. Запись. Кто-то на время, кто-то, быть может, уже навсегда. А вот следующее стихотворение — это такой некоторый опыт. Это такого не могло быть, конечно, стихотворение у Аньки. Это действительно публикация расшифрованного черновика, потому что тут явно было написано два стихотворения одновременно, то есть не написано какие-то заметки, но они были на одной странице, они были вот именно так вот быстро оформлены и так далее. Вот это одно стихотворение, левый ряд, и второй ряд — это, видимо, начало какого-то другого стихотворения. Но нам показалось, что вот первый — это как будто метатекст ко второму. И нам вот здесь такой немножко авангардный опыт публикации, да, то есть они как-то очень хорошо вместе легли, даже графически. Без названия. Быстро оформить, быстро сформулировать, быстро сказать,
ибо так живем, бываем, пребываем. Апрельский дождь в саду, город. Пока я в саду, сад подготовили, и вышивки, и бусы, и птиц, и тишину накопили, подготовили. Это и была сама жизнь, сущность. Запись. Да, это достойно в пении, для Господа и перед Господом в пении, скакать и прыгать, как барс, как лев. Ну вот много записей уже, вот, особенно второй части книжки относится к поздним годам Айги, то есть к 2000-м, к ангелам. Снег, сумерки, деревья за окном видны наполовину, ибо мы первый этаж, как часть целого античного города в свежем, к тому же, состоянии. Запись. И такие снега, будто всюду сердца. Запись. А теперь уже ты почему-то приходишь последним, после друга, отца, после матери, помощью. Запись. Вдруг день потемнел, словно вошел в дурное поэт. Без названия. О счастье, блаженство, о Бог мой, жизнь и смерть. Помогли нам расшифровать несколько слов. Да, вот в этой книжке, мне казалось, было бы неплохо, во-первых, дать ваш небольшой комментарий о стиле, ну, типе вашей работы, что вы делаете. И не так много, как ты сейчас говорила, но принцип, да? Потом тут есть стихи, которые я помню, и вы к ним до них не дотрагивались, дали так, как они есть. Конечно, так? конечно. Вот. А есть стихи, с которыми вы работали. Ну, почти совсем. Ну, довольно много. Особенно это касается больших стихов. Вот. Вот это не стоило бы это отмечать. Это... Ну, Галина Борисовна, вы знаете, безусловно, здесь есть разные типы изданий. Есть издания филологические, где действительно это стоило делать для филологов. И, может быть, мы и сделаем такое издание вот того же самого для филологов, покажем какие-то методы своей работы, как более специальное издание. А мне кажется, что очень важно, чтобы это была книга живого Айги, что как будто вот Айги вот написал новую книжку, вот вышли новые стихотворения Айги. И записи его, и все, чтобы для широкого читателя не мешали все эти комментарии, звездочки, моменты и так далее, и чтобы эти стихи были как цельные тексты. И вот мы увидели вот эту реакцию на вечере Айги, когда поэты стали просто читать, когда они стали цитировать, когда они стали читать это как стихи, и эти стихи зажили, то есть эти тексты зажили. И мне кажется, что это вот в данном случае гораздо важнее, а безусловно для специального филологического издания это стоит сделать с пометами, с галочками, с комментариями и так далее. Я думаю, что мы это сделаем. Конечно. Да, я думаю, я имею в виду не то, что так Просто сказать, это засушить, это все. Да. Ну вот в данном случае мы обсуждали это и решили, и Кузьмин тоже сказал, что нет, это должна быть вот как книжка из этой серии. Вот это вот книжка стихов, да, это прежде всего книжка стихов. Ну, Да. понимаешь, я Все равно это текст я смотрю, это есть стихотворение. Оно вошло как бы в реконструкцию. Да. Может быть, сделать отдельный отдел. Я думаю, что не стоит. Она очень хорошо построена, она же построена, тексты перетекают друг к другу, она то есть не по принципу, опять же, текстологическому, не по принципу такое стихотворение, так, честно говоря, я уже еще не помню. Для меня эти стихи, я уже их всех знаю наизусть, как и Таня. Да, и я уже сейчас, мне уже самой надо вспоминать, какие были, то есть вот они уже есть, эти стихи, это самое главное. Да. А дальше мы, конечно, это сделаем. Колеблющейся, мокрой листве в середине мая. Без названия. Все уже были, прибыли. Бог придет последним. Запись. Бог пишет, и сейчас Он крупно пишет. Запись или стих. А вот это его так. Да, я даже помню. запись в скобочках или стих. То есть он сам сомневается, что это будет запись или стих. Да, и так и пишет, запись или стих. Нам казалось, что это очень хороший жанр название запись или стих. Где слово работает совместно с Богом. Запись.
Бог здесь людей поет, кое-где он их прошептал. Надпись для одного друга. Бог вас поет, а иных лишь бормочет. Бывает, на некоторых и заикается. Меня молчит. О, как я хотел бы, чтобы напоследок прошептал. Запись. Шумящее Богу дитя. Запись. Поле, и с этой тишиной бы уйти, так сказать, переселиться. Без названия. А вскоре вновь наступает будто смягчение, свежей, долгой белизны душевной, завершающее, так, чтобы нам притихать далеко. Это только негромкое звучание, о родине дальнее, о да, как гимн. И это сразу давно, будто движутся, путаются вновь шевелящиеся памяти от давних флоксов. Ночь. Мне кажется, это крысы роют, это сердце стареет. Сад к осени с поклоном к лунному шагу. Вдруг двинулся Бог, словно распадаясь сквозь ветки направо. О, сад, свет синиц, стрепенувшихся вдруг ниоткуда давно. Как это с Богом бывает? Без названия. И остальное, как птицы иногда появляется, но птицы не поющие, желанная. Запись. Никак не добраться, а ведь всегда пускали. Без названия. Время падает на землю более зримым. Снег. Поля раскрываются, чтобы чисто и ясно хоронить настроение, открыть другие. Время такое, все к свету, и вдруг снег пошел. Вот это стихотворение следующее мы сегодня вспоминали утром, когда высадились в 7 утра в Канаше. Без названия. А поля-то, оказывается, совсем как душа. Мне еще осталось переживать края леса в сторону Канаша. Вот вы-то работаете для памяти, а весь ребенок душа, совсем моим детством, плакать об край крапивы или лопуха. Мир, щемящесть, жизнь бы отдал, чтобы выразить хоть один вздох, хоть 2-3 детских слова, увидеть друга, которому 13-14, с ним 5-7 слов разговор. Поля сестры, Луизе ее рисунком. Начало длится как тень, будто чем-то раннее детство. А там, в соседствующем, есть там и тихая та, умирающая всегда недавно, и травы выплескивают последние говорения, и потом, будто только это открыли окно на тропинку, и облака над травами делают вселенную. Запись. И ходишь, и стоишь. Запись. Умершие листья, долго умершие листья. Хорошо, что на виду. С людьми это на виду только память, но в памяти они чище, но листьям лучше. И Очень интересное выступление за ту работу, которую они проделали по изданию этой книги. Давайте похлопаем еще. По программе у нас выступает Арсен Мирзаев. Он приготовил очень интересную, то есть не то, что приготовил, а он участвовал в работе очень интересной книги, которая так называется, ID книга. Вот, он звонил мне где-то в конце весны, по-моему, да, был звонок? Вот, ну, говорил об этом уже раньше, конечно, но в конце весны ты уже начал все готовить и уже собирал те материалы, те воспоминания. Из чего стоит эта книга, он сам расскажет. Вот, просто у нас
должны были в книге появиться воспоминания Валентина Сильвестрова. Вот. И он дал согласие. Валентин Сильвестров, как вы знаете, это очень известный композитор, который живет в Киеве. Вот. И он дал уже согласие участвовать в этой книге. Вот. Но у него тут случилась командировка или поездка в Германию. И много разных других Других. Да. Вот. И, к сожалению, вот не получилось. Значит, но Валентин Сильвестров, он будет участвовать, наверное, в следующем году. Да? Ну, Арсен там все более подробно расскажет. Я не буду больше задерживать вас, передаю слово Арсену. Я скажу тут два слова. Книга называется «Айги-книга». Сейчас мы сначала посмотрим, я просто вдруг сообразил, что у меня на флешке есть видеоматериалы, этих снимков, иллюстраций гораздо больше, чем вошло в эту небольшую книгу. Здесь всего две вклейки, а это материалы, из которого мы выбирали. Там много интересного. Мы сначала посмотрим, а потом попросим участников этой книги выступить. Здесь не выключается? мы сейчас... Ну, это знаменитый Галина стол. Павловна, нам бы свет выключить. Дом Денисовой гор. Вот видите, выключается. Игорь Булах, Томас Транстрёмер сидит и Ханс Бьоркегрен. Это вот рисунок Игоря Лангена, который попал на обложку. Игорь Булах — не самый характерный рисунок, но это гораздо более узнаваемый. Это в книге есть. Константин Крикунов, один из героев рассказа Ларисы Березовчук, вошедшего в книгу. Вот сама Лариса, она еще выйдет к нам. 94-й год, 60 лет Геннадию Айги. Олег Липатов, Саша Макаров-Котков, Леша Айги был и ваш покорный слуга Мария Васильевна Розанова. Марина Нестерова, музыковед, с Валентином Васильевичем Сильвестровым. Марина Иванова, Геннадий Айги, 2005 год, Денисова Горка. Микаэль Медаль, замечательный шведский переводчик, которого, конечно, вы знаете, он сюда не раз приезжал. Но это вот монография Леона Рабеля, французский вариант. Леон Рабель, рисунок Николая Дронникова. Дронников на фоне картины, которая называется «Айгисты», Ольга Седокова. Это вот Рабель рисовал Геннадий Айги, тоже рисунок известный. Фотография, которую прислал мне Питер Франц. Сергей Бирюков со знаменем Академии русского авангарда в Старой Вене в Петербурге. Рисунок Софии Губайдулиной и работы Николая Дронникова из альбома Губайдулина и Айги. Татьяна Граус, которую мы тоже услышали, видео. Таня Данильянс, которая, к сожалению, вот не смогла и в Москве подойти, и здесь ее нет. Ну, тут комментировать нечего. Молодой Айги. Последний вечер, фотография с последнего вечера с Юрием Орлицким. Вот он же, в Старой Вене. Фотография Владимира Пики, 92 год. Это, понятное дело, с Галиной Борисовной. Это тоже Владимир Пика. Ну, кое-что вы видели на выставке, конечно. Снимок с Алексеем Айги. Это портрет работы Дронникова. С детьми и с Игорем Макаревичем. Это какой осень? Замечательная фотография, которую Галина Борисовна оставила. Николая Дронникова рисунок. Айги перед Пикассо, перед картиной в Париже. Вот это прислал Эдвард Бальцежин, 97 год. Вот Рабель там с женой, Питер Франц, сидит Эдвард Бальцежин.
и айгисты. С режиссером Анатолием Сыренко. Это Дронников, один из каменных портретов Геннадия Николаевича. У него там во дворе я снимал. Двойной портрет Леша и Геннадий Николаевич. Сын и отец. С Эдвардом Бальцежиным, с сыном Андреем, с Николаем Ивановичем Карджиевым, с Галиной Борисовной, замечательным гениальным художником Владимиром Яковлевым, как вы знаете, очень близким другом, с Дронниковым и поэтом, прозаиком, журналистом Виталием Амурским, с Вероникой, с мамой. Это портрет известного Макаревича. Эту фотографию я просто очень люблю. 92-й год. И эту тоже очень люблю. Она какая-то совершенно необыкновенная. Денисовой горки. Справа Виктор Ворошильский. Его очень близкий друг. Понятно. Игнат Петрович на кладбище, на могиле. С сестрами. Иван Соколов, который вот завтра должен нас порадовать своим творчеством. И мы будем его лицезреть, будем надеяться. Книга «Тетрадь Вероники» в переводе Питера Франца. Тут какое-то количество обложек, их немного. А это разворот оттуда. Титул рисунок, по-моему, что-то там прыгает. Как-то все пошло очень быстро. Это Марина Разбежкина. До этого была Наталья Азарова. Фотография, которая просто по качеству не могла быть включена в книгу. Наталья Азарова. Вот это. Мне кажется, что она хорошая, на самом деле. Портрет Яковлева. А? Портрет Яковлева. До этого был портрет Яковлева. Но это тоже Владимир Пика, известная фотография. Коновалов. Это Коновалов. Да. И это тоже Владимир Коновалов, который тогда вместе с ним приезжал. Это Пика. Нет, это Коновалов Тоже? Это вот Пика. Да, это точно. Это вот с айгистами. Ратнер Петрович нашел эту фотографию. Соответственно, тоже Пика автопортрет, который вы хорошо знаете. Один рисунок, айги. Другой рисунок. Александр Макаров Кротков. Он, к сожалению, заболел, поэтому его здесь нет исключительно по этой причине. А это похож. Валентин Сильвестров. Григорий Гавриленко, один из его рисунков. Галина Борисовна, Денисовой горки. В огороде, да. В Высадуле, может быть, даже в огороде. Это застряло или... Застряло. На хорошем месте. И просто чисто технически мы что-то стилистически, что-то технически, что-то по количеству мы, конечно, не могли сколько включить. Хотелось бы сделать 4, 5, 6, можно сделать на самом деле больше, но тогда нужно другое издательство, другие финансы, другие возможности. Буквально 2 слова об этой книге. Делалась она в большой спешке для того, чтобы мы могли ее привезти, подарить, показать. Но это еще не тираж. Тираж будет где-то в конце ноября. Вот. И для тех, кому эта книга не достанется, наверное, вот я, скорее всего,
как обычно, каждый раз приезжаю сюда на Новый год с семьей и постараюсь уже из основного тиража, там, вот, пару коробок, привезти сюда, чтобы была возможность эту книгу получить. А идея очень простая была. Не было ничего, ни денег, никакого финансирования, понятно, что его не будет, и не было издательства. И задумывалась книга совсем небольшая, потому что мы понимали, что в крайнем случае мы сделаем сами. С Леоном Улангиным, с Игорем Улангиным, еще с кем-то. Как-то сами сделаем. Потом издательство появилось, и книжка немножко разрослась. А основной ее раздел – это первый. Собственно, вот маленькая цитата. Среди авторов книги не только родственники и близкие друзья поэта, но и его верные соратники, коллеги, творцы будущих знаков, поэты, художники, композиторы, режиссеры, исследователи русского авангарда, переводчики, журналисты, филологи. Из их мини-мемуаров и сложился первый раздел книги «Пора благодарности», получивший название, как и другие разделы, а теперь всегда «Снега и провинция живых», по названием книг самого Айги. И вот участникам, будущим участникам этого проекта было дано задание написать специально для этой книги мемуары, но очень короткие, буквально по 2-3 страницы. Кто-то четко этому следовал, кто-то написал все равно чуть больше, как получалось. У Александра Макарова-Кроткого, сверхминималиста нашего замечательного, получилось меньше всех. Полстранички, да. Поэтому я позволю себе прочесть, это действительно совсем немного, но текст, по-моему, замечательный и очень показательный. И сама тема. Вы знаете, сколько у Геннадия Николаевича связано со сном. Итак, впереди, передо мной, краем поля, вдоль кромки леса, неторопливо идет невысокий коренастый человек. Иногда он оборачивается, я вижу его аккуратно подстриженную седую бороду, вижу его улыбку, он что-то говорит, машет рукой, зовет. Я пытаюсь его догнать, тороплюсь, почти бегу. Мне необходимо узнать, что он говорит. Я понимаю, это что-то очень важное. Возможно, в другое время он этого не скажет. Только сейчас. Но расстояние между нами не уменьшается. А потом в какой-то момент он исчезает. Просто нет его. Вокруг поле, лес, запахи трав, след не летают стрекозы, бабочки, равномерное жужжание насекомых. Просыпаясь, я начинаю понимать, где находился, что это за поле такое было. Деревня Денисова Горка, дом на окраине, дом Геннадия Айги. За ним поле, к которому он уходил в моем сне, произнося что-то, что я так и не услышал. Этот сон с различными вариациями периодически снится мне последние годы. Интересно, узнаю ли я когда-нибудь, что мне хотел сказать Геннадий Айги? Догоню ли его в очередном сне? Хотя, говорят, это плохая примета. Вот такой короткий текст. Вообще, конечно, мы очень надеялись, может быть, отчасти это получилось, что все очень разные вот эти короткие воспоминания, они в результате, вкупе с другими разделами, помогут нам создать подобие вот единой книги в таком высоком хлебниковском смысле. И вот у меня все-таки есть ощущение, что и Галина Борисовна, которая вспоминает какие-то свои истории, Ева Николаевна, и Атнер, и замечательные переводчики Бацежины, Франции, Микаэль Медаль, и Сергей Переков, и Марина Разбежкина, которая просто рассказывает замечательную историю о том, как Айги понимал и воспринимал
анекдот. Это очень смешная действительно история, очень живая. Юрий Орлицкий, Татьяна Граус, Наталья Азарова, Татьяна Данильянц и Иван Соколов. И ваш покорный слуга, я, как всегда, забыл, что я тоже там присутствую, что из всего этого сложится вот что-то такое целое. Кроме этого, ну, при всем при том, что действительно каждый писал совершенно по-своему, но очень интересно. И помимо этого, каждый из участников первого раздела выбирал по 5 любимых своих стихов Геннадия Николаевича. В конце каждого мемуара приводятся стихи, которые выбрал каждый из участников. Потом в комментариях можно посмотреть пересечения. Ну, с самого начала было понятно, что, конечно, какие-то пересечения будут. Кто-то выберет одно и то же стихотворение, и таких случаев будет довольно много. Но нам показалось, что это очень интересно и очень симптоматично. И вот кто что выбрал, какие стихи, какого времени. Но это требует специального анализа. Но это происходит как бы само собой, а особых усилий не требует. Стихов получилось довольно много, где-то страниц 80 в этой книге. А потом вот тоже сам собой образовался раздел под названием «Провинция живых». Сюда вошли воспоминания, статьи, эссе людей, которые не писали специально для этой книги, но нам казалось, что без них все равно не обойтись. И сюда попал второй текст вот Натальи Азаровой и замечательный текст собственно, комментарий к знаменитой фотографии спящей Айги Игоря Макаревича, статьи Евгения Степанова, Ольги Седоковой, воспоминания Виталия Амурского, Марии Розановой, Натальи Ворошильской, поэта, переводчика, замечательного близкого друга Айги Виктора Ворошильского. А еще появился такой раздел, который имеет отношение больше к музыке, кино, ну и вообще к искусству. Мы сюда включили, вот, к сожалению, вот Олег уже начинал говорить, что мы не успели записать Валентина Сильвестрова, не успели мы записать и связаться и с Софией Губайдуллиной, ну как и со многими другими. Вот, мой издатель уже сказал, что он хочет издавать Айги книга 2. И мы надеемся, что вот какие-то вещи, которые мы не смогли включить, все-таки они в книгу, во второе издание попадут. Вот. Здесь есть письмо Софии Губайдуллиной с очень, по-моему, интересными комментариями, развернутыми к этому письму Галины Борисовны. Есть очень спорные, но живые, такие конфликтные два мини-эссе Николая Дронникова. Большие, да, ну, Дронников, как всегда, выдал по полной программе всем, кому только мог. Вот, мы как могли так попытались это причесать, но, конечно, не внедрялись в текст, потому что, ну, что человек сказал, то и сказал. Я очень благодарен Анатолию Сырых, конечно, мы обязательно приеду на книжки как-то перебираем в Киев, и для него, и для Валентина Сильвестрова, и для Владимира Пики, и для Коновалова, и для... Марина Нестева ведь у нас в Москве, да, находится? Марина Нестева у нас в Москве. Да, да. Для нее мы тоже как-то передадим. Вот многие материалы совершенно замечательные, уникальные я получил от Анатолия Сырых из Киева. Было не очень просто получить. Сейчас крайне сложно договориться с проводниками, чтобы они что-то взяли. Это целую операцию мы разрабатывали, чтобы я мог проникнуть к этим проводникам, смешаться с толпой, влезть в этот вагон. Нужно было первым заскочить в вагон, смешаться с толпой. И мне запихнули в рюкзак, чтобы, не дай бог, не было пакетов в руках. И сделать вид, что я приехал, что я выхожу вместе со всеми из этого вагона. Говорю, на правительственную Да. приду. Но Анатолий прислал целый пакет с фильмами, с книгами, с кассетами, с текстами, ну, в том числе и со своими воспоминаниями, очень интересными, очень насыщенными.
Он называет это сентиментальный монтаж, но человек кино, и, собственно, сценарий написал, что он еще должен писать. Вот. И Валентина Сильвестрова мы специально записать не успели, но сюда вошла поразившая меня совершенно беседа музыковеда Марины Нестьевой, Марины Израилевны, с Геннадием Айги о Валентине Сильвестровой, по-моему, совершенно потрясающий. И небольшой фрагмент из книги Валентина Сильвестрова, ну, это буквально страничка, но там тоже интересно о Геннадии Николаевиче, приводит его стихотворение. Наконец завершается эта книга эпической поэмы Игната Петровича Узангая, которая называется «Председатель земного шара Геннадий Айги». Посвящена она айгистам всего мира. Все выявленные на сегодняшний день айгисты там перечислены, но это, конечно, не все, потому что с каждым днем их становится все больше и больше. Я думаю, что во втором издании «Айги книги 2» эта поэма займет уже половину книги примерно. Ну, такая вот концептуальная... Мы назвали это «Айги-эпос», и дали здесь портрет Айги работы Рабеля, потому что, ну, все-таки Рабель айгист номер один, он, по состоянию здоровья не смог что-то специально для этой книги написать, но он здесь присутствует. И дух его здесь есть, и на фотографиях, и о нем большая такая биографическая справка. Ну и помимо этого здесь есть рисунки на штурмтитулах, примечания, комментарии. Все. Да, и удаляюсь. Я люблю говорить о Геннадии Николаевиче. Это легко, это дает силы, это как бы воссоздает прошлое, которое никогда не становится прошлым, а все время настоящее. Ну, я тут с помощью нашего подвижника Арсена, который все-таки сделал вот такую замечательную, я считаю, книгу, от которой не оторвешься, когда читаешь, потому что столько воспоминаний, все по-разному видят, все разное помнят. Это очень, плюс ко всему, интересное чтение. Эта книга просто бестселлер. И сейчас, что нам мне сказать? Я выбрала просто тоже анекдотический такой случай из нашей жизни, потому что мы говорили с Арсеном, ну что-нибудь легкое, что-нибудь. Хочется, чтобы он предстал как человек, потому что о поэзии его великолепно, значит, там вот и у Марины Нестьевой есть. Замечательно Ваня Соколов написал о нем. Вот он чувствовал поэзию Айги редкостно, тонко и писал очень хорошую музыку к ним. Вот. Ева написала воспоминания детские свои. Ну, в общем, у всех нашлось, что сказать, и вообще-то эту книгу можно было бы сделать гораздо больше, но хорошо, что она такая, ее удобно держать в руках, ее удобно перечитывать, ее, поскольку я люблю читать лежа, по лености своей, ее удобно читать и лежа. Так что я вряд ли что могу добавить, потому что тут есть два моих текста, один о встрече с Соней Губайдулиной, он более серьезный как бы текст, и другой, связанный с Ворошильскими, с одним стихотворением Ярослава Смолякова. А надо сказать, что Гена великолепно знал русскую поэзию, и даже, в общем, он например, наизусть читал Батюшкова, когда в страдании девица отойдет, или ты просыпаешься, увая из гробницы. И я его впервые услышала. Читал Полонского, читал Сологуба. Если позволите, я вот прочту одно стихотворение Сологуба, для которого для Гены было очень важным. Для меня оно тоже важное. Я только одно слово не помню, я там тара-та-та скажу, да? Это про Гену.
В его саду растет рябина, в его дому живет кручина, на нем изношенный кафтан, глаза подернуты туманом, и будто налито шафраном лицо, и согнут тощий стан. Надежда милая убита, что чего-то там сокрыто,